Здравствуйте, дорогие думающие люди! Давно я вас не баловала выпусками на канале, которые были как раз-таки в контексте моего прежнего вещания. И сегодня ваш любимый формат – это интервью. И это особенное интервью, потому что оно супер эксклюзивное. Сегодня у меня в гостях продюсер, известный продюсер и теперь еще в новом статусе режиссера Марианна Сеган. Здравствуйте. Спасибо, что позвала. Привет, привет, Марианна. Мало того, что я тебе хочу сказать добро пожаловать на канал Алексеева Лайф, я еще хочу сказать тебе добро пожаловать на Пхукет. Спасибо большое. Это было настолько невероятно узнать, что ты приезжаешь в гости, и я, конечно, не могла вообще просто никак пропустить это событие. И хочу поздравить тебя с премьерой. Спасибо. С такой шикарной премьерой. Ну вот мы сейчас об этом поговорим, но самое интересное, конечно, это, опять же, дебют тебя в качестве режиссера. Ладно, расскажи, как вообще вот идет состояние принятия, или, может быть, это не принятие того, что ты режиссер, того, что... Я просто не знаю, как это было на твоих предыдущих фильмах. Вот что ты сейчас ощущаешь, когда прямо, можно сказать, фурор произвел фильм, эмоциональный, я не знаю, может быть, финансовый. Сколько, кстати говоря, касса на данный момент, если ты готова этим поделиться? Я вчера вечером смотрела, 43 миллиона было. Сегодня еще времени не было. Надеемся перепрыгнуть планку до конца недели, больше 50 собрать. Есть какой-то ориентир или есть какое-то сравнение с предыдущими твоими работами именно по эффекту произведенному? Ну, я просто помню, ты меня приглашала на премьеру «Мой убийца». Да. Как там было тогда? «Мой убийца», он собрал... Нет, конечно, таких сумм не было. Тогда и кинотеатров не было. Это такая комплексная работа не только кинематографистов, не только качественного контента, а в целом кинотеатру появляются много специализированных кинотеатров, которые работают на формате DCP, плюс активная работа промо, плюс активно, качественный контент. И история сама по себе Карины очень, самая распиаренная, можно сказать, по всей республике. И это было ожидаемо. Я думала, история соберет 40 миллионов рублей. Я думала 40 миллионов рублей, я ошиблась немного, но я рада, конечно же. Как раз хотела тебя спросить о том, как это совмещать и режиссера, и продюсера, и при этом интересно, насколько вообще сама вот составляющая режиссерская, она для тебя новая. В любом случае же ты так или иначе была человеком, который курировал этот процесс на своих предыдущих проектах. Ну, конечно, есть разные категории продюсеров. Я из той категории, у которой рождаются идеи в голове, и я начинаю работать сценаристом. Дальше я привлекаю режиссера, дальше я привлекаю оператора и прочее всех. И до конца я веду свой проект. А в этом проекте я выступила режиссером. Да, это был дебют. Но я поняла, что историю Карины именно я сниму. Почему? После знакомства с Кариной Чикитовой. Как произошло знакомство? Альбина Прокопьевна Черепанова, уполномоченный попечитель Карины Чикитовой. Мы с ней разговаривали много в 2019 году. Мы работаем над проектом «Харкнат», над моим проектом. И она, уже побывав на съемочной площадке, посмотрев, как мы работаем, она сказала мне: Марианна, про Карину очень огромное количество студий хотели снять. Москвичи приезжали, якутские кинематографисты выходили на нее. Но я бы хотела вас спросить, возьметесь ли вы за эту работу? Что вы думаете? Я сказала: у меня сейчас закончится летний период съемочный. У меня там было 35 съемочных дней. Я только после этого смогу поговорить на этот вопрос. И встретиться, естественно, с Кариной я хочу. Вот встретилась с Кариной, увидела ее. Это сколько лет ей уже было тогда? Ей тогда было 11 лет. 11 лет. И что вот стало ключевым для принятия решения, что да, ты будешь снимать этот фильм? Мы сидели где-то, наверное, часа 4, разговаривали, кушали.
Вы говорили про мой другой проект. Я показывала отснятые кадры. Карина сидела, смотрела, ей было очень интересно. И я поняла, что она ничего не помнит. Я даже не стала разговаривать. Это была просто встреча, где я просто рассказывала про тот проект, получается. Она очень много вопросов задавала. Мне надо было понять ее характер, ее персонаж, насколько она мне будет Но интересна. это если ты уже когда приняла решение. А вот Да. как ты принимала решение, как ты поняла, что да, Я точно увидела надо ее снимать? глаза. Я увидела ее глаза. И это были глаза. Знаешь, очень много людей есть. Но у многих людей нет огня. Понимаешь, ее глаза просто горят огнем. В них живет искра, в них живет жизнь. Я просто как-то читала один комментарий, что меня вообще поразило и удивило, конечно, в части такого, ну, несколько агрессивного и какого-то обесценивающего момента, когда в комментарии было одном сказано, что, ой, ну, конечно, взять такой известный раскрученный сюжет и просто переложить его на фильм. Во-первых, история Карины, она уникальна. Нет в мире такого случая, чтобы ребенок 4-летний выжил в лесу, в якутской глухой тайге, где порой взрослые не выживают. Это героический поступок и очень ответственная, конечно же, была история. Но помимо этого у меня очень много личного параллелей с Кариной. И когда я с ней познакомилась, в тот момент я поняла, что я сниму про нее кино. Что именно было в параллелях? Ну, как сказать, ребенок, который... Рос сам по себе? Да, рос сам по себе. И, собственно говоря, ты же видела фильм. Я видела фильм. В фильме моя Карина, она живет в своем иллюзорном, придуманном мире. У девочки большая фантазия. У нее есть друг, собака. И в лесу... Я подумала, как может ребенок выжить в лесу? Наверное, у нее большая фантазия. Вот человек с такими горящими глазами, в которых живет искра и жизнь, она может быть только со своим прекрасным внутренним миром, светлым. И только такой человек может выжить в лесу. Поэтому я подумала, что эта история мне действительно будет близка. Я на самом деле думала, кто может быть режиссером этого фильма. Нет, подожди. И в чем тогда параллель получается? То есть ты хочешь сказать, что ты в детстве тоже создавала какой-то свой воображаемый мир? Абсолютно. У меня не было огромного количества друзей практически. У меня не было друзей, можно сказать. Я жила в своем мире. Мои друзья — это были книги. Я могла путешествовать во времени по странам благодаря книгам. И я подумала, что передать это я смогу. Альберт Компьютер, Альберт Онюрдах. Это твое? Где-то да. Да. А кто тебя воспитывал? Моя мама работала очень много. В целом, можно сказать, моя любимая бабушка. И книги. Книги и бабушка. Ну, ты знаешь, Марьяна, на самом деле, это же типичная история вообще поколения, которое родилось в Советском Союзе. И вот вчера была реакция, я прям читала, да, рецензии, допустим, и была реакция Нарьяна, мне вот попалась, сейчас я прям зачитаю, Нарья Березкина. Она очень как-то круто охарактеризовала именно с психологической точки зрения фильм. Ну, мне это, естественно, тоже вот бросилось в глаза, как вообще в целом, я не знаю, если этот сюжет не был в этом моменте как-то там изменен от реальных событий, да, но вообще это такая типичная история эмоциональной холодности между членами семьи, когда ребенок может просто взять и потеряться. И никто не заметит, как это вообще произошло.
То есть какая-то вот такая, получается, непонятная цепочка передачи ответственности за ребенка, а по сути он сам себе предоставлен. И это одна из ключевых проблем, на мой взгляд, да, в нашем якутском обществе. Вот эта вот эмоциональная холодность. Есть. И она очень четко написала, вот я прям зачитаю. Мне кажется, нельзя романтизировать эту историю. Это ведь про нежеланных детей, потому что так надо, про жизнь, про стечение обстоятельств, про жизнь без жизни. Когда родители и бабушки воспитывают в кавычках, обеспечивают в кавычках своих детей с четким пониманием, что дети им всю жизнь должны. А начала она как раз с того, что бабушка в фильме «Карина» — это ведь лицо всех наших матриархальных деревень, окутанных в тревогу и бедность. Это очень классный комментарий. Вообще очень Спасибо. крутой, да. Сможешь мне потом отправить? Да, конечно, потому Спасибо. что это практически такой краткий психологический действительно анализ и разбор. Это рецензия просто человека, который написал, но не кинокритика, а именно комментарий от тех, кто посмотрел, да, что да, это вот бабушкино воспитание. И я вот смотрела, и ты показала бабушку как женщину, которая, ну, которую сложно назвать любимой. Я тут поспорю. Сразу скажу, моя бабушка не была такой. Ну вот, почему ты сделала в а, сюжете ее другой? Или она такой и была в реальной истории? В реальной все линии, кроме как Карины, в фильме, это со слов следователей, оперативников, их характеристики. Также Материалы следствия, да? спасатели. С каждым из них у нас, конечно же, были консультативные работы велись до еще создания сценария. И, естественно, мы решили с Машей Находкиной... Это сценарист. Да. Мы решили с ней, чтобы вся вот эта линия, она будет показана так, как она была есть. Нигде никакого вымысла не может быть. Например, бабушка. Теория букны. Примерно каскадр букны. Evet sana tutbutum. Чаханы ден кадбатян битбет. Теория меннике. Карина говорит, что батаканы. Почему подозрение велось на нее? Почему поставили камеру? Для меня это был шок, когда я об этом узнала. Ну, во-первых, ровно год и 3 дня тому назад, до исчезновения Карины, пропали девочки в Синце. И у полицейских была, знаешь, такая незавершенка. Они вот мне так и сказали, полицейские, которые вели это дело. И им просто было сказано сверху найти во что бы то ни стало, живой или мертвый. Все. И, естественно, у них были методы жесткие. Самый главный полицейский Аял Прокопьевич Левин, который приехал, оперативник, вот тогда он был подполковником уголовного розыска, он сам прилетел. И, в принципе, наш полицейский, которого сыграл Байбал Колесов, это я смотрю и вижу Аял Прокопьевич. А с полицейскими я очень хорошо работала еще и над проектом «Мой убийца». То есть я очень люблю достоверность во всех деталях. Если я снимаю фильмы, основанные на реальных событиях, я буду подключать всех специалистов, которые есть. Спасатели, конечно же, полицейские, конечно же. Мало того, мы еще разговаривали с очевидцами тех событий. Люди из семьи, люди, которые испытывали весь этот прессинг. Буллинг, можно так сказать. Их буллили? Ну, конечно, общение было жестким. На фоне Люди, той истории, конечно, да, люди деревенские, простые люди. Сразу Как навешали ярлыков. они не видели огромное количество людей, вертолетов, и тут сразу резко что-то произошло. А какая может быть реакция у женщины, которая сама воспитывает свою внучку? И правнучку. У нее и правнучку воспитывает. У них мы видим, что и как бы средств больших нету. Семья, которая зарабатывает своим трудом, живет на пенсии. Какая может быть реакция у женщины, я вот не могу понять. Как можно ее не любить? Я ее люблю страшно, свою бабушку люблю. Она прекрасна. Мы в конце фильма понимаем, что она ни в чем не виновата, и она любит. И она просто в меру своих Любит, обстоятельств. как умеет. Конечно. А и многие еще говорят, что не понимают насчет Фаины, персонажа, матери Карины. Она, по сути, сама ребенок, ей 21 год. У нее появляется чувство именно любви, мне кажется, когда она кричит: Да, Карина. «Карина,
И тогда мы понимаем, что вот она мать, вот она любовь, которую мы хотели видеть весь фильм. И поэтому я жестко защищаю своих персонажей. Когда я вот поговорила с консультантами, со всеми, с очевидцами, я поняла. И, в принципе, когда мы писали, какой образ должен быть, например, у каждого персонажа, это было, конечно, продумано. То, что кого-то трогает, то, что кого-то нет, то, это, получается, мы добились результата на самом деле. Это 100%, да. И вот в этом контексте, да, потому я что бы хотела подчеркнуть, сейчас же очень многие психологизированы, разбираются вот во всех тонкостях взаимоотношений. И, конечно, пошла оценка именно уже с точки зрения текущих знаний, восприятия, да, и я все время тоже защищаю поколение родителей, там, или бабушек, или дедушек, да, что это люди, которые не виноваты. Это наша ответственность сейчас, имея такие возможности, меняться. И мне кажется, вот прям твой фильм в эту канву идеально вписывается, поэтому тебе просто даже за вот этот аспект огромное спасибо. И вот я сейчас слушаю и понимаю, сколько процессов, сколько твоего личного, причем личного восприятия, личного таланта, личного понимания, где мало, где много, где хватит. Вот это просто, я не знаю, это колоссально, конечно. Спасибо. И сколько ты процессов описываешь даже вот в этом вопросе, я понимаю, что это невероятно трудоемкий процесс. Я смотрела еще видео Сарданы Сыромятниковой, как вот на летном поле, где вертолетная, да, эта площадка, там что-то правительственная делегация приехала. Да. Даже вот этот весь процесс занимает столько труда. И поэтому я не могу не спросить про затраты. Это вот просто, если вот даже... Я понимаю, в Якутии, наверное, есть какие-то отдельные вопросы, которые решались а-ля Вась-Вась, да? То есть вот помогите... Не было такого? Именно по деньгам или по... Вообще по всему созданию. Тут я хочу сказать, так как я режиссировала, мои любимые Сардана Сыромятникова и Марк Катаконов выступили исполнительными продюсерами. Ребята, с которыми я работаю не один проект, и с которыми я даю много знаний, надеюсь, и они меня новому чему-то учат. И, в общем, они меня полностью освободили от обязанностей продюсирования. То есть какие-то, конечно, острые вопросы я подключалась, но в целом я ушла в режиссирование. Я очень сильно им благодарна, потому что для них это было очень, конечно же, сложно, но они справились. Сколько стоил фильм? Производственная смета 30 миллионов рублей. Очень скромная сумма. Кто-то же говорит, что это вообще невероятно. Где там 30 Где? миллионов? Где? Пишут комментаторы. Это что за деньги? На какие деньги было снято? Они не умеют составлять лимит затрат, скорее всего. Нет, конечно. Ну, скорее всего, они просто, наверное, не знают, что такое вообще процесс создания фильма. Да. И сколько лет, кстати, он снимался? Снимали в 2021 году, приступили, значит, к сценарию в 2020 году. В 2019 я практически начала этот процесс. А дальше постпродакшн. В 2024 году фильм вышел, ровно на десятилетие тех Что событий. такое постпродакшн? Объясни, пожалуйста, простым языком, потому что я уверена, что 90%, которые услышали это модное слово, не поняли, о чем оно. Ладно, препродакшн, подготовительный период, продакшн, съемочный период, постпродакшн, монтажно-тонировочный период. Ну, то есть это вот Да. привести в единую цветовую, Да. цветокоррекция, там озвучка, да, это все вот все эффекты какие-то. Да. Откуда 30 миллионов рублей? А, Это как вообще происходит? То есть ты, допустим, создаешь смету, ну просто почему я спросила, сколько лет снимался, да? Потому что цены одного года, они, конечно, будут отличаться Конечно. от цен другого, да, следующего. Чем дольше съемочный процесс, тем, соответственно, идут какие-то корректировки. И вообще, мне кажется, создание фильма, если есть идея, она захватывающая, ты начинаешь, а потом уже просто не глядя доводишь результат до конца. И в процессе сколько получится, столько получится. Ты планировала, что это будет 30 миллионов рублей? Конечно. Когда лимит затрат, смета считается только после завершения сценария и после выбора локации.
На самом деле сумма была намного больше, 38-7 миллионов рублей примерно. Если бы я это делала в России, постпродакшн, мы сэкономили, сделав в Турции. Да. И это Почему так? по деньгам 21 года, потому что очень все утрированно дорого, я сейчас скажу. В России. Ага. То есть тоже качество, Ну, но... качество намного выше. Ты видела, какая у меня крутая цветокоррекция. Да. Цветокоррекцию То есть такую бы не сделали в России. делает человек, сделал человек из студии, который напрямую работает для Netflix, Original и HBO в Турции. Да. Так, И- ну по поводу Турции мы еще Хорошо. поговорим. И что сказать? Откуда? Я рада, что мы сэкономили. Кто был спонсором? Кто как вообще поддержал? Из этих 30 миллионов рублей 9 миллионов 100 тысяч рублей это субсидия. Мы выиграли в конкурсе, который провели Министерство культуры Республики Саха-Якутия в 2021 году. Это то, что говорят, что это снято на деньги Да. республики. Я думаю, это очень хорошая была поддержка оказана нам. И я уверена, что моя кинокомпания «Ардайду» в принципе является ведущей кинокомпанией и столько лет выпускает фильмы, которые становятся народными, кассовыми. И мы выиграли заслуженно, а не по каким-то там связям там, и прочее. И это была хорошая поддержка. А остальные — это спонсорские средства, которые мы находили во время препродакшена, конечно же. Ну, как обычно. Да, во время постпродакшена у нас были спонсоры, но, к сожалению, после 2022 года все контракты, которые были заключены, аннулировались. И поэтому очень долго пришлось доделывать это все. Почему? Ну, спонсоры ушли из России. В принципе, этот период оказался очень сложным для кинопроизводства в целом. В смысле, спонсоры были какие-то... Да, не якутские. Не якутские? Да. Угу. Из-за санкций все ушли. То есть это были какие-то компании Да. крупные с головными офисами за рубежом? Да. Можешь Вот. в качестве примера привести кого-то? Я думаю, нет, потому что все-таки я подписывала НДА, и поэтому я не могу разглашать. Окей. То есть, получается, фильм «Карина» за период своего создания зацепил несколько таких, да, серьезных Да. событий. Ну, одно главное. Это как сказалось? И, конечно же, вообще в целом все застопорилось. Все застопорилось. Надолго? Потому что, ну, смотри, в 2020 году я улетаю в Берлинале, стою со своим стендом «Ардайду». Одна сторона стенда Якутия. Что это такое, никто в принципе не знает, если человек только не как-то где-то сталкивался. С этой стороны новые фильмы. И тогда я уже поняла, что, ну, как делая качественный контент, имея контракты с зарубежными дистрибьюторами, агентами, я сразу понимала, что все это стопорится, все это прекращается, и фильмы могут просто быть локальными, и я могу быть, как сказать, фильм мог быть не отбиться. И самое главное, не достигнуть того результата, над которым я работаю десятилетиями. То есть показать фильмы, даже скажу, большому кругу населения людей, популяризируя Якутию, язык и народ Саха. А зачем? Как зачем? Зачем популяризировать? Нет, я не говорю, как я к этому отношусь, я спрашиваю твое как бы отношение. Зачем? Почему для тебя это важно? Потому что культура и кинематограф могут это сделать. Это Ну, мощнейший зачем инструмент донесения популяризировать? информации. Зачем популяризировать? Чтобы что? Мне это нужно. Для чего? А я не думаю, что какие-то материальные вещи, которых можно, например, себе купить и наслаждаться этим. Нет, я не могу. Я очень сильно хочу, чтобы о нашей культуре, о нашей народе узнали огромное количество людей. Сколько лет я езжу по миру, и никто слышать не слышал, что такое Якутия. Боже мой, почему я фамилию поменяла? Почему я хочу быть ближе к своему народу? Почему я хочу всем рассказать об этом?
У меня есть мощный инструмент, чтобы донести о нас большому населению людей. Я могу это сделать. Я это делаю. Ну вот узнают люди, и что произойдет тогда? Что произойдет? А почему жить просто так, чтобы как невидимка? Я не понимаю. Надо То есть, чтобы народ Саха не был невидимкой? народ Саха, чтобы не был невидимкой, чтобы тише воды, ниже травы. А зачем тогда смысл существования в чем? Если ты не умеешь, у тебя есть голос, и ты не можешь говорить. Если у тебя есть тело, ты не можешь там двигаться. Зачем тогда вообще все это? Я думаю, каждый заслуживает говорить, каждый заслуживает двигаться. Но не сидеть и не молчать. Как ты думаешь, народ Саха услышит этот твой посыл? Я Или надеюсь. вот эту какую-то... Я думаю, народ Саха – это очень мудрый, это очень умный народ. Не зря про нас говорят все тюркские народы о том, что древнейший наш предок. Я сейчас изучаю турецкий язык, я очень много общаюсь с разными людьми, с тюркологами и прочее. Я очень много узнала о Сахалар, о нас, якутах, благодаря этому. И язык я отшлифовала якутский благодаря изучению турецкого языка, хочу тебе сказать. Вот. Я очень люблю наш язык, очень люблю нашу культуру и считаю, что якуты — это просто мощные люди. Мощные люди. И в них есть такая сила, которая может двигать воздух вообще сильно-сильно. Абсолютно так. Я Мощно. абсолютно такого же мнения, но большая часть людей, она, конечно, живет в состоянии поверхностного восприятия. И Они не понимают свою силу еще. не понимают силу свою, не понимают свое вот этот внутренний стержень, который они в себе не раскрыли. И почему, допустим, вот в этом контексте, мне кажется, твой фильм еще важный, потому что он позволяет этому эмоциональному блоку как-то разжаться. Потому что я видела кадры, где плачут даже мужчины. Ну, просто весь зал плачет. И я смотрела на это, и я испытывала такие вот чувства, ну, что-то сродни тоже, ощущение какого-то переломного момента. То есть мне очень хотелось, ну, это фантазия, может быть, моя, да, что действительно фильм разжал вот этот блок, и люди начали раскрываться во всей красе. В той заложенной, исконной, изначально красе, которая есть в каждом человеке. Но вот это вот формат воспитания, где дети растут как сорт трава, и если ребенок не создаст свой внутренний фантазийный мир или какую-то опору, да, в виде вот этого воображаемого мира, у меня столько вопросов на самом деле было, или вот каких-то мыслей, когда я смотрела фильм, потому что я думала о том, что да, это воображение, которое дало девочке силу. Это мотивация самой себя, что она рассказывала себе: я хочу конфет, ну или там вот это конфеты, да, игрушки. И 12 дней я на самом деле в фильме только поняла, что это было 12 дней. Я помню, что это было продолжительное время, но цифра вылетела из головы. И фильм настолько метафоричен, то есть можно, имея волю, желание жить по-настоящему, несмотря на то, что окружение формирует вот эту закрытость, да? Несмотря на то, что окружение, может быть, игнорит тебя. Можно прийти к лучшей жизни. Спасибо. Это очень... Нет, на самом Спасибо. деле фильм вообще крутой, потому что он реально очень много мыслей рождает. И чуть ли не на каждом кадре, наверное, ты смотришь на все. И на то, как спасатели, да, взаимодействуют. И на то, как люди начинают в какой-то момент сдаваться. И ты понимаешь, что да, по идее, ресурса столько затрачено на поиски одной девочки. Но это же целая жизнь. Конечно. Ну и, конечно, я понимаю, что этот вопрос такой из сферы личного, реальных, я имею в виду, людей, их жизни, которая легла в основу фильма. Ну просто зная, например, что Карина сейчас находится на попечительстве, и практически сразу с того момента, как ее нашли,
Что с родителями? Почему она не жила дома потом? Я не хочу об этом говорить. И не в моей компетенции об этом говорить. Ну, то есть это в целом продолжение вот той какой-то социальной темы, которая присутствует. Да. Да? Как будто не секрет. У нас в республике многие знают по поводу социального положения семьи. Меня многие, даже режиссеры, мои друзья спрашивали, почему ты не сняла, не показала все как есть. Я такой режиссер, значит. Мне кажется, и так все понятно. И зачем это показывать белое белым, черное черным? Я не думаю, что в этом есть какая-то мудрость, сила. Я считаю, что порой лучше умолчать. Почему? А зачем? Травмировать ребенка, во-первых. Ну, в этом смысле, да. Да. Ребенка Зачем? 100% не нужно травмировать. Я, например, я сама через это прошла, и я бы не хотела, чтобы Карина пережила то же самое, например. Все. Но, с другой стороны, ты считаешь, что правда не имеет права быть на поверхности, да? Это же тоже такая Нет. очень якутская Нет, история про не выносить ссор из избы, нет? Нет. Тут другое. Это так немножко прилезать. Нет, тут Это другое. потому что ты на зарубежный рынок вынесешь фильм? Возможно. Так, ну что касается денег, ладно, я буду просто транслировать, да, Окей. вопрос, это же всегда самое важное для людей. Карина-то получает деньги вообще с этого проката, с этого фильма, то есть... Спасибо за этот вопрос. Конечно. Пожалуйста. Карина получает деньги. Она получает авторские отчисления. И мы решили с Альбиной Прокопьевной Черепановой, что она создаст трастовый фонд имени для Карины, которым она может распоряжаться, как станет взрослой. И я надеюсь, что наша Карина получит замечательное образование благодаря этим деньгам в любом вузе мира, либо же купить недвижимость себе, там, в общем, сделать все возможное. Я очень рада, что могу таким образом помочь Карине Чкитовой. Замечательной девочке. Девочки-герою. И громко говорить не хочу, но мы можем вернуться к этому вопросу, когда Карине уже станет, не знаю, через 10 лет, может быть. В эти дни у нас идут премьеры. Классно наблюдать за этими эмоциями. Я подключаюсь к прямым эфирам, веду диалог со зрителями. В общем, так. Я так понимаю, что, в принципе, у тебя диалог со зрителем был не только с якутским, но и из других городов России. Да. Которые посмотрели. Вот Да. если сравнивать, например, реакцию в Якутии и реакцию жителей других городов России, есть отличия какие-то? Якутский зритель – это самый-самый важный зритель для меня лично, потому что я я не могу оценивать их, я могу их ощущать. Якутский зритель, он всегда был холоден. Если фильм им очень сильно нравился, и они высказывали это, но очень с холодностью, суровостью, сдержанностью. А тут фильм «Карина» произвел обратный эффект. Я не знаю, почему это. Возможно, из-за сложившихся обстоятельств. Эти 2 года люди в себе заточили, схоронили все свои чувства, которые не надо выпускать. Надо все время как-то их прятать и прочее. И мне кажется, именно вот фильм произвел вот такой эффект. Многие плачут. Я не побоюсь сказать, где-то 70-80%. По-моему, все плачут. Ну или так, окей, хорошо. Но для меня, как для режиссера, это очень здорово, потому что мы именно когда делали кино, это было задумано. Это значит, мы достигли своего результата. Якутский зритель тут совсем раскрылся. Я отвечу на твой вопрос. Он стал более эмоциональный. Это здорово, потому что я сама очень эмоциональный человек. Хотя многие думают, наверное, что нет, но я эмоциональный человек. И если хочется заплакать, можно плакать. Никогда не надо сдерживать. Вот, например, когда Карина сама смотрела кино, в первый день я ей сказала, не держи в себе чувства. Если что-то вспомнишь, вытащи, выплесни, выплать, все. Не стесняйся плакать при людях. Почему нет?
Не держи в себе, я и так сказала. А вот по поводу других городов, Краснодар, Москва, да, мне было очень приятно, когда люди, не сдерживая тоже чувств, слез, говорили, хотя они говорили, что в первый раз смотрят якутское кино, и что им действительно очень фильм понравился, как будто они побывали в Якутии. Это было приятно. А конкретно сюжет? Эту историю мы все знаем. Но когда я делала это кино, во время постпродакшена я поняла, что это не локальная история. Все мои работы, они работают на экспорт. Я человек, который экспортирует якутское кино миру. Естественно, во время монтажа я привлекла консультантов. У меня была фокус-группа из людей разных стран. Ни одного саха не было. И люди были разных возрастов, из разных социальных слоев, разных религий, что очень немаловажно, разного пола. И после просмотра с каждой из версий у меня всегда есть анкетирование. Они прошли анкетирование, и я тогда поняла, что эту историю мы знаем, а людям хочется посмотреть именно тот вариант, им хочется сидеть и сопереживать, смотреть за действиями, которые полицейские ищут, есть какие-то подозрения, и исходя от этого был собран фильм. На самом деле сценарий фильма, он был написан по событийным дням, с 1 по 12 день. И мне пришлось выкинуть 20 с чем-то минут своего фильма. Это ужасно. Что там было выброшено? Много девочки... Это то, чего не хватило некоторым зрителям, которые говорили, нет. как она выживала, где она пила воду и так далее. Иногда да? приходится жертвовать кадрами, какие бы они прекрасные ни были, ради результата. Потому что это кино не только для, скажем, локального рынка, оно для мира, а мир хочет сидеть и смотреть, как обычный зритель, что происходит, что зачем будет, чтобы человек не заскучал и прочее. Мне было очень больно это выбрасывать. Раньше, когда я сама продюсировала, я могла просто сказать, так, нет, ребят, выбрасывай. А сейчас и у меня просто была борьба как бы и продюсера, и режиссера. А то, как говорится... А вот расскажи, что по поводу зарубежья? Какие сейчас планы? Что вообще конкретно есть? Что ты вот говоришь про зарубежный, про выход на мир, про выход на международный рынок? Что это такое? То есть нам, якутянам, допустим, вообще как это понимать? Смотри, есть такие немного сбитые понятия, наверное, скорее всего. Все думают, о, якутское кино оно известно на весь мир. Да нифига. Я вас уверяю, есть только кинофестивали, которые посещает маленькое количество людей. Самое главное – это кинотеатры, самое главное – это онлайн-платформы. У меня, вот, например, в 2016 году мой «Убийца» был продан Amazon Prime. Amazon Prime – это, вы сами знаете, где это находится, да? Где это находится? Над Netflix. Над Netflix. Смотри, фильм «Ичи», англоязычный дистрибьютор – это AMC. AMC – это большой конгломерат. Под ним находится BBC Америка, Санзас телевидение. И, в общем, это очень большой конгломерат, который создают такие классные кассовые сериалы, как «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы». Это мой англоязычный прокатчик фильма «Ичи». Это круто. Ни один российский фильм они никогда не брали. Имея такие возможности, точнее, имея такой качественный контент, создавая такой контент, естественно, я нацеливаюсь на большее сейчас. Сейчас у меня идут переговоры с некоторыми странами несколько месяцев. Идут торги. По поводу Карины? Карины и легенды, все идет как бы одновременно, но с разными агентами, с разными дистрибьюторами. Заинтересованных компаний только тогда, когда я еще не досняла «Харканат», люди даже не видя монтаж черновой, у меня было больше 50 предложений от дистрибьюций разных стран. От крутых, начиная от самых крутых, заканчивая средними. У Карины и у «Харканат», конечно же, есть агенты и дистрибьюторы. Мы продаем по всему миру кино. И сейчас будут какие-то новости, мы будем обязательно информировать об этом. Сейчас мы работаем. Какие страны хотят? Как Юго-Восточная Азия. Например? Здесь очень много стран. Плюс
Южная Америка, там больше 30 стран, сколько я помню сейчас. Вот они хотят больше там 2 лет Карина, например. А Европа, все страны, Турция в том числе. Как процесс вообще происходит? Как, допустим, то есть, что ты делаешь, да? Ты им отправляешь фильм, ну, я прям по-простому, по-дилетантски говорю, да? Или что? Или синопсис? Мои агенты, мои дистрибьюторы, которые по тем каким-то странам работают, они люди, которые занимаются продажами фильмов непосредственно. Почему я всегда ездила на кинорынки? Я в 17-18 году посетила Филмарт, гонконгский кинорынок, далее Берлинале, American Film Market, я участвовала онлайн всегда. И я находила себе хороших агентов. Потому что я делаю кино, а если я буду его продавать, и, конечно, я смогу его продать, но, во-первых, это тоже ресурсы, этим должны заниматься определенное количество, определенные люди. Они зарабатывают тем, что они продают фильмы. Для того, чтобы выбрать фильмы, им надо пересмотреть кучу фильмов. А у меня таких предложений было, как я ранее сказала, было много. И в целом эти агенты, они занимаются этим. В мире огромное количество кинофестивалей класса А, к которым прикреплены эти кинорынки, самые большие кинорынки. И в год, например, American Film Market в 2020 году было 10 880 примерно фильмов выставлено. Представляешь, сколько фильмов снимается в год. И чтобы среди них отобрать хорошие фильмы, работают хорошие агенты. Мои агенты одни из лучших. Я очень надеюсь, что у нас будут хорошие продажи. Мы ведем переговоры не со всеми стримингами, все общеизвестными. У каждых странах есть свои популярные, например, как Кинопоиск, например, да? Есть, например, у Турции есть тоже такие же вот свои стриминговые компании. И у всех, ну, как мы все знаем, несколько. Я не буду говорить. Я не хочу пока озвучивать. Будет новость. Суеверная, да? Конечно, Сахабанди. Ну да, я, кстати, когда смотрела сцену с тем, как он у духов озера, у реки, да, дедушка просит вернуть. Я очень люблю эту сцену. Когда я должна была снимать эту сцену, очень сильная по сценарию я узнала, вот, очень сильно помогал мне Мандарус с Саргланой. Хайдах Болохтаган. Ой, я перешла на якутский, простите. Я спрашиваю, как можно сделать так, чтобы он просил у духов? Мандарус мне говорит, пусть найдет как бы большому дереву. И мы представили, мы даже сделали раскадровку, как это может быть, но мы не нашли такое дерево. К сожалению, все в Алекме, как бы она славится лесом, но все большие деревья вырубили. И поэтому ехать очень далеко невозможно было, хотя я нашла тогда вертолет или самолет, чтобы долететь, но нам не разрешили оттуда лететь, к сожалению. Потому что очень... Не из плохих побуждений, а из того, что сказали, эти места сакральные, он на тебе бичон наркоганы. Ну, понятно. Да. Нет, это действительно нас, наверное, в какой-то степени отличает и выделяет. Да. И раньше, да, я помню, меня смешило, допустим, перебарщивание с количеством сливочного масла, которое вываливается на берега реки, чтобы намазать миллион там оладушек. Но сцена, где летит хлеб с неба, это, конечно, тоже было очень эффектно. Спасибо. А так я просто, кто не знал, на самом деле, я абсолютно вот в этой системе человек. Я с детства тоже на всех ритуалах выросшая. Для меня это просто часть культуры и часть тоже какой-то вот must be done, то, что делается. Так, мы с тобой отвлеклись, да, то есть вот смотри, ты сказала, сейчас вообще абсолютно произнесла такую провокационную фразу. Мне кажется, сейчас бомбанула, наверное, половину зрителей, которые смотрят наше с тобой интервью. Никто не знает якутское кино. Это как так вообще получается? То есть выходит все, что нам через СМИ, через какие-то паблики новостные выкатывают там рецензии, там, начиная от Антона Долина еще в те времена и заканчивая прочими кинокритиками и участниками Якутского международного кинофестиваля и все-все-все. То есть это какой-то такой репост отдельных людей,
которые являются ценителями кино. То есть, а массовый зритель выходит вообще не в курсе. Ну, об этом даже, если говорить, посмотри, сборы. Сборы — это и есть люди, это и есть народная любовь. О чем говорить, если мы известны на всю Россию? Ну, никто же не ходит. Все фильмы, любой фильм, Айту возьмите, сейчас мы посмотрим после Карины, какой процент людей пойдет туда. И я уверена, что это 90-80% ходит только Сахалар, либо кто-то из Якутии. А как понимаешь? вы можете это вычислить? Ну, просто мы смотрим сборы по российским городам, и я просто посмотрю от общих сборов сколько процентов. Не все элементарно. А по поводу, ну вот как? Нет, а что мешает, например? То есть это дополнительные средства, которые необходимы для продвижения там отдельно взятого фильма. Ну, давай представим, берем Карину, и понятно, что, возможно, необходимо вложить много средств в то, чтобы какая-то команда, например, московская, да, или питерская, взялись и раскрутили, и... То есть Да. ознакомили людей, зрителя. Это же необходимо какое-то связующее звено. Как люди узнают, если в продвижение, в рекламу не вкладываться? Ты имеешь в виду на российский? Да. Я просто тебе скажу, как человек, еще раз говорю, который первой вывела независимое якутское кино на российский прокат. И я решила Не смотрят? пойти... А почему? В чем проблема? Методом, который был у меня до этого, все время самокатом, то есть самостоятельно вывести на рынок. Выходить с дистрибьюторскими компаниями, они берут, во-первых, проценты, неплохие проценты. Ну, это да. Вкладывают как будто деньги, большие деньги на продвижение, но я не вижу это, понимаешь? Нету выхлопа. Возможно, нужны большие вливания, но опять-таки... Это не вообще, очень... как ты думаешь, в целом, допустим, для жителей западной части России, ладно, давай проще назову, для русских вообще будет интересно якутское кино? То есть смотреть на якутские лица, на якутских персонажей, на якутскую культуру? Вот чисто твое субъективное Хороший мнение. вопрос. Помнишь, был фильм «Безумно богатые азиаты»? Этот фильм порвал кассу в Голливуде. Люди вложили огромные деньги. И почему Россия не взяла это кино? Почему? Я в России хотела посмотреть на большом экране. Дистрибьюторы не взяли. Вот сама подумай, почему. Ну, остается только догадываться, конечно. Да, поэтому я думаю, пока, конечно, сложно будет. Если только какой-нибудь якутский режиссер снимет на русском языке, с русскими актерами кино где-нибудь в средней полосе, либо приключения где-то там, Ну, мне кажется, далеко. это не якутское кино уже тогда. Но это уже не якутское кино. Но я думаю... Слушай, а есть татарское кино? Бурятское кино есть? Есть бурятское Может, кино. мы просто тоже не слышим, находясь Нет. в своей... Бурятское какой-то- кино есть, но они снимают на русском языке, в принципе. Но они и говорят на русском практически, Они- по-моему. Да, к сожалению, есть такое, что они Преимущественно. немного... В этом у них нету преимуществ. Наоборот. Потому что у нас, например, сила в языке, Однозначно. сила, даже не скажу в природе, именно в языке. Все. И получается, есть Балкарское. болгарское кино, Володя Битоков, то, что вот они снимают. В принципе, вот школа Сакурова, она потрясающая. Они вот снимают на национальном языке. Есть из Уфы тоже Оскар. Это ребята тоже снимают на своем языке. И, в принципе, самым первым задал такую планку якутский кинематограф. Но, опять-таки, без хороших сборов. Пока вот так вот. А по всему миру я имею в виду, что, конечно, никто не знает. Какие-то фестивали, там маленькое количество людей ходит. Самое главное — это попасть в стриминги, попасть в кинопрокат, чтобы люди узнали, чтобы любой человек, будь то хоть в Тимбукту, будь хоть и в Нью-Йорке сидит, я не знаю, хоть в Австралии, где угодно, увидит Карину, увидит там любое якутское кино и скажет: вау, я посмотрю-ка, где это в Википедии вообще находится, и узнает о Якутии. Вот о чем идет речь. А не о фестивале. Фестивали знает только узкий этот. Я не участвую в фестивалях 2017 года, в российских точно, я тебе скажу, потому что я не вижу в этом выхлопа. Ничего не вижу, оно никак не помогает ни в продвижении, ни в чем. А зарубежные фестивали, да, окей, они работают. Мы попали в Сиджес 2020 года, новое видение.
После этого все фестивали, Шанхай и прочие, стали брать кино. И после этого у меня, конечно же, и дистрибьюторам это было хорошо. Но работают кинофестивали, хорошие кинофестивали класса А, и не только, но и, в принципе, жанровые. Для продажи, я имею в виду. Ну, а в целом, вот такие, лишь бы участвовать, чтобы получить там какое-нибудь золотое перо, там, и что-то такое регионального масштаба. Да, Мне это не это интересно. комплекс маленького народа. Мне На это не самом интересно, деле, да, да. зачем это нужно? А вот в этом свете, знаешь, у меня вдруг возник вопрос на тему того, помнишь международный, ты знаешь прекрасный международный фестиваль, который в Якутске проводился, он с какого года проводится? С 13-го? Ну, примерно, да? Прости. Он должен был пройти мой 7-й раз. 7-й раз, и случился ковид. Ну, Или получается, шестой, Долин, да, в основном из федералов как бы был тем человеком, который Да. пропагандировал. Антон Долин именно тот человек, который написал про якутское кино, и это стало модно. Все. Стоило ему написать, и все. То есть он Феномен. приклеил ярлык вот это якутское кино и как создал некий феномен, да, получается? Антон Долин большой друг якутского кино. Я с ним очень хорошо Ну, знакома. конкретно понятие якутское кино появилось из его уст? Да, именно. Это он и есть он первооткрыватель. Большая заслуга Ирины Энгельс, которая создала этот кинофестиваль, смогла привести его. Он увидел, Антон, кино и написал, воодушевившись. До сих пор он смотрит и кино и пишет очень хорошо. Как ты думаешь, вообще в целом, какая перспектива или какая судьба ждет, на твой взгляд, на твой профессиональный взгляд, якутское кино непосредственно? Вот. Этот вопрос задал мне редактор «Кинопоиска», по-моему, позавчера. И я, знаешь, как ответила, Ален? Как? Это как бы сейчас у нас идет теневой бан якутского кино. То, что не дают прокатное удостоверение. Смотри. Фильм Айта, он попался просто поскольку. Это мог быть другой фильм. Мог быть и фильм Айтал, там, я не знаю, кто угодно. Указка сверху. Приструнить. Благодаря там кино. Они еще и кино снимают. Слишком протестная республика. Вот это все. И, естественно, там отобрать прокатное удостоверение. Фильм Нюча не выпустить. В общем, То есть это дискриминирование идет? очень большая идет цензура на якутское кино. Представь, моему фильму «Карина» дали 16+, в России. В фильме, где ты видела фильм, где 80 мужиков в лесу ищут девочку, никто, сука, не курит, не матерится, нет никакой обнаженки, нет никакого насилия. И если будет так продолжаться, якутское кино умрет, не успев родиться. Я считаю так. Получается, что если не показывать якутское кино детям, они будут продолжать пребывать в изоляции, в иллюзорном мире, где нет никаких Якутий, Бурятии, там, Башкирии, Татарстана или еще чего бы то ни было. То есть я еще раз говорю, логично, сила так. в языке. Сила в языке. Если ты потеряешь свой язык, то можно сказать, ты просто не самоидентифицированный человек, без корней, не ровно стоящий на земле. Это опасно, очень сильно опасно. И большая задача якутского кино — донести, оставить, сохранить эту силу. Как ты относишься к тому, что известные мультфильмы переводят на якутский язык? Причем, американского производства. Студии Disney, там, Pixar. Вообще анимация, мультипликация — это удивительное направление в кинематографе, хочу сказать. Я в будущем планирую снять, у меня есть несколько идей, именно связанных с легендами возникновения вообще в целом народа Саха. Те истории, которые я услышала, общаясь с нашими почитаемыми людьми Якутии. И думаю, это можно сделать через анимацию. Мне это направление очень интересно, очень интересно. И где бы я ни была, в любой, и в принципе для коммерческой истории анимация — это такая
классная вещь. То есть тебе надо купить этот мультик, например, любая страна, скажем, там, Таиланд купил мультик, сделали анимацию, дубляж на свой язык и выпустили на своих платформах. Они делают это для сохранения языка в первую очередь. Я очень сильно приветствую, так как делают в Якутии. Насколько я знаю, это делает НВК. Не уверена насчет авторских прав, как они это выкупают. Скорее всего, они делают это, выкупая у правообладателей со стороны России. Но сейчас такие, опять-таки, не уверены, так как все правообладатели закрылись в России. Не знаю, как это происходит. Это обыкновенно происходит. Владимир Владимирович, в принципе, дал добро на пиратство, мне кажется, поэтому вопрос абсолютно решенный и закрытый. Именно этот закон о параллельном импорте очень сильно застопорил развитие, я считаю. Именно в кинематографе, и не только, и в любых... Почему? По закону об авторских правах, который практически говорит о том, что можно воровать посреди белого дня. Я считаю, как недавно произошло, да, с фильмом якутским. Да, я считаю это просто ужасно. То, с чем боролись мы все это время, с пиратством, которое есть, просто в один прекрасный день это стало практически возможно. Это ужасно. Отвратительный закон. Ну, видишь, люди, например, они считают, а что такого-то? Ну, подумаешь, мы посмотрели, вы же для нас сделали, чтобы мы посмотрели. Это было бы... Знаешь, я тебе скажу сейчас, люди не понимают, что ты годами работаешь над этим проектом. Это твой ребенок, это твой продукт твоего интеллектуального труда. Просто забрать, посмотреть, и что такого, да? А если я зайду к ним в дом, вытащу там, не знаю, стол, стул, телевизор, что такого? Это одинаково практически. Недавно был такой случай. Ну или ребенка. Или ребенка, скорее всего, это очень спасибо, это и есть ребенок. И смотри, куда-то, в общем, одна девушка переехала в Берлин, и к ней приходит оповещение. Просто почтой. Открывает, и там приходит надпись. Вы такого-то числа, с такого-то ресурса посмотрели такой-то фильм. Пожалуйста, выплатите штраф там сколько-то тысяч евро. Вот так вот контролируются авторские права по всему миру. Ну, в принципе, если это все делается цифровым способом, я думаю, это возможно на любой территории, Да, в любом конечно. государстве. И никто не пришел к ним домой. Никто никак... У меня, например, крали фильмы. Это... У тебя было такое? Конечно. А Иола у меня украли... И я потеряла по тогдашним временам на 1 миллион рублей диски, которые... Помнишь, раньше тогда еще диски были? «Мой убийца», когда вышел на платформе Ростелеком. Вау, там было круто. Первый раз, где там мы вышли, в Кинопоиске, в Ростелекоме, где-то мы еще показывались. Тогда же не было такого, что якутское кино брали на другие платформы. Все началось с «Мой убийца». И что ты думаешь? Бац, за один день сколько было пиратов? 200-300 торрентов. И я сидела, но я потом поняла, что с этим невозможно никак бороться, надо успокоиться. И то же самое было. На 200 с чем-то торрентов мы вышли. Это ужасно. У меня, например, агенты, дистрибьюторы с разных стран поражаются, что так вообще. Что люди любят халяву, что люди не хотят платить, что люди качают это. Сейчас я понимаю, сейчас все на санкциях стоит, но хотя они же как-то обходят, показывают фильмы. И даже когда в кинотеатрах показывают, было такое вот эти 2 года, что правообладатели не понимали вообще, как это происходит. Было все через Казахстан, и пиратские копии, если, например, один фильм где-то весит 100-120 гигабайт, они показывали в формате DCP в 30-40 гигабайтах. То есть качество сжималось существенно? Чуть-чуть сжималось, но все равно качество передавалось, народ не понимает, и даже со звуком были какие-то проблемы. Правообладатели, они все считают. Когда это все закончится, они выставят счета. И только тогда, когда заплатят, и начнется работа с большим миром кино. Расскажи про Турцию. Как вообще? Почему Турция? Что Турция? Что в Турции?
Ну, конечно, когда все это началось, имея контракты, имея обязательства перед дистрибьюторскими компаниями и прочими, которые будут вытаскивать мои фильмы по всему миру, я понимала, что мне надо, конечно же, уезжать, и я сразу уехала. Сразу. В начале марта, а не так, как многие думают. Мне даже задавали вопрос: вы уехали, когда началась мобилизация? Нет, ребят, я уехала в марте. Но я думала, выбирала между странами Кыргызстан, Казахстан. В Кыргызстане я уже кино снимала. В Казахстане начались тогда волнения как раз январские. Хотя мне в тех странах предложили и гражданство, и говорят: приезжай, мы тебе даем офис, нам твои знания и опыт нужны, пожалуйста, приезжай. Ну, то есть тебя там знали хорошо. Конечно. Но я выбрала Турцию. Я приехала в Турцию, я никого не знала. Почему? Я была в Турции в 2019 году, где-то на 10 дней я отдыхала. Мне очень понравился язык, именно который был очень, очень похож на якутский язык. Мне понравились люди, менталитет, мне понравилась культура. Ну и самое главное, Турция. Там есть Netflix. В Европе только в 2 странах есть Netflix офис. HBO, Disney. Турецкое кино очень хорошего качества. Очень хорошего качества. А мне хочется быть в той среде, где конкурентоспособность меня, наоборот, делала так, чтобы я бы еще бы лучше работала. Ну, то есть объективно по всем показателям, во-первых, это новая страна, это вызов, это площадка киноиндустрии большая, обязательно. Да? В азиатском мире имеется в виду. Это центр, можно сказать, азиатского мира, тюркского мира, и плюс находится между Европой и Азией, так как моя команда находится в разных континентах, начиная от Южной Америки, Новой Зеландии, Европы, Саха-Республики, Якутия. Таиланде, да. В Таиланде. У нас команда очень большая. Над компьютерной графикой работает каждый раз очень много. Заканчиваем один этап, приступаем ко второму этапу и так далее. Ну, очень огромное количество людей работает. Стамбул находится посередине. Он удобен мне, во-первых, чтобы я хотя бы могла высыпаться, а не просыпаться ночью или жить в каком-то другом графике. А во-вторых, культура, еда, люди. Какие планы тогда получаются? Вот ты уже, сколько там, 2 года уже живешь? 2 Больше года. 2, да? Да. Больше 2 лет. Что за эти 2 года уже как результат какой-то имеется? Ну, во-первых, я... Или, например, что ты планировала 2 года назад? И реализовалось ли твое желание, вот если сейчас обернуться назад, на год назад, на 2 назад? Больше 2 лет тому назад, когда в 22 году, в феврале, я лежала дома, ну просто, я говорю, лежала, да, и выбирала подарки. У меня должно было быть 10-летие создания моей компании Ardaidu, моего детища, над которым я трудилась все эти годы. Я думала, так, я закажу. А мы когда снимали «Харканат Дасьем» был в Кыргызстане, у ребят из Намат Станс, каскадеров наших, были такие классные плащевки, куртки с логотипом «Мулан». Они работали в Новой Зеландии, ставили бой «Мулан», Дисней. Вот недавно «Бонапарт», они очень крутые ребята. Я прямо сфотографировала, обзавидовалась и отправляю своим друзьям в Китай, говорю, мне нужны такие вещи. Даже 50 штук для моей команды. Я хочу еще, вот, как National Geographic, куртки теплые заказать, но с логотипом Ardaidu. У меня должно было быть шикарное десятилетие. Я должна была выпустить в тот год, в 22 году, Карину сначала, в сентябре, а в декабре я хотела Харканат. Вот такие у меня были планы. Вот. И я просто лежала и думала, что... какого цвета будут эти куртки? Ты не поверишь. Потом это все случается, и я быстро с одним чемоданом, с 48 терабайтами, 10 хардами приезжаю в незнакомую страну, где я прошла этап нового знакомства,
во-первых, изучение языка. Я ничего не знала. Даже «здравствуйте», как будет, я не знала, когда я приехала туда. Ты сейчас шикарно говоришь просто по-турецки. Спасибо. Ну, Насколько я могу судить, но это действительно очень такая богатая, беглая речь. Так вот, ты лежала, думала, куртки там, это десятилетия, и... все кардинально поменялось. Ну вот, а потом, когда все произошло, ты стала менять как-то свои желания, или первое было и основное просто адаптироваться, и дальше посмотрим? И Но- правильно ли я понимаю, что если ты в 22 году планировала уже релизы, да, и По миру, Карины, да. и Харкнет, соответственно, у тебя все удлинилось буквально на там 1,5 с лишним Да. года, да? Конечно. То Все есть вот это вот застопорилось. вмешательство... Конечно, но это просто стресс, во-первых, большой. Все планы, которые были намечены, они отошли на второй план. Надо было спасать фильмы. Не для этого я всю свою жизнь, можно сказать, вся моя жизнь — это моя работа. Это моя цель, и как бы я не могу даже не цель, это моя жизнь. Я не могу просто взять и просто выкинуть это все в один момент из-за... Из-за чьих-то решений. Конечно. И, как сказать, это был обдуманный шаг, конечно же. Все. И поэтому я выбрала Турцию. И поэтому я сейчас в Турции работаю, веду деятельность. У меня кинокомпания моя. Доход весь от проката в Турцию идет в турецкую компанию. Во-первых, Вы-то ходите в кино, думаете, это якутское кино, а деньги-то все уходят в турецкую компанию. это очень смешно. Это очень смешно. Это такая неграмотность, хочу сказать. Во-первых, правообладатель на территории России, моя кинокомпания «Ардайду». Она платит налоги куда? В Якутию, в Россию. То есть те- все, что было да. там с проката, Вот это... смотри, идет- вот сейчас мы заработали 43 миллиона рублей, половина из них кинотеатра. Они все муниципальные, они платят налоги. Кто получает? Кто получает зарплату? Кто получает это? Даже говорят, когда 9 миллионов рублей вы взяли, ой-ой-ой, так много денег, там, или там 30 миллионов рублей, которые мы сами же нашли, наши же деньги люди считают. Мне это просто немного what the fuck хочется сказать, потому что, во-первых, мы эти деньги платим, освоили. Мы приехали в Алекму, взяли на работу, я не знаю, сколько там, 30 человек, всех обеспечили. Нам никто бесплатно людей не дал, нам никто бесплатно машины не дал. Мы всем платили, причем платили поставкам Якутии. И моя кинокомпания, почему очень высокие тарифы делает, потому что я работаю на качество. Все. Люди должны, которые хорошо работают, должны хорошо зарабатывать. Это все понимают, это все знают. По поводу новых проектов ты спросила. Конечно. Харканат. Это фэнтези, можно сказать, новый жанр Аланхо. И это исторический проект намного больше и глобальнее, чем Карина. И над ним, да, работаем долгое время. Ряд обстоятельств случилось, как пандемия, 22 год и еще одно из таких неприятных моментов. Каких? С главным актером, который актер снимался. Я что-то слышала. Что это было? Обстоятельства неконтролируемые нами. В принципе, я все контролирую, когда касается моей деятельности, но Что он сделал? жизненные обстоятельства так сложились, что он попал в места не столь отдаленные За что? за убийство Кого? человека. Ну, понятно. Что это за обстоятельства убийства были? Актер, он, во-первых, тогда работал в театре, сахотеатре. У нас он работал по контракту, как и с другими продакшн-компаниями. В общем, он под алкогольным опьянением совершил преступление и попал в тюрьму. Насколько? Не помню, на 9, на 7 лет, на 9, по-моему. Но вы на И тот момент отсняли уже Конечно, материал? конечно. Весь? отсняли все, кроме одного блока.
с боевыми сценами, которые поставили в другой стране. Пришлось поменять все. У меня была депрессия, на самом деле. 2 месяца. Чертовы 2 месяца, чертова работа, огромное количество людей. На съемочной площадке 150 человек. Представляешь, какой большой проект. В смысле, ты хотела что сделать? Монгольские актеры приехали. Огромное количество денег потрачено. Инвесторы вложили деньги, что даже один инвестор вышел после этого случая из проекта, оставив меня там с долгами большими. Даже не в деньгах это дело, а в труде, в любви, в команде. Мы Нет, работали, подожди, создавали. почему не в деньгах? Вот если представить, например, да, что были определенные финансовые Деньги затраты. всегда можно выплатить, долги Подожди, можно. был процесс, который вот тоже трудоемкий, который тоже Конечно. это ресурс, да? Да. И плюс еще оказалось, что сколько сумма долгов в итоге получилось? По этому Да, инвестору по этому инвестору, который вышел. 13 миллионов. То есть вот эта ситуация Да, вылилась в стресс, конечно. где ты... Что ты думала? Что ты думала? Какие у тебя варианты решения были? Злость, конечно же, и я не верила в первое время. Ну, потому что когда с человеком ты знаком, работаешь не один проект, и такое случай. Ну, как сказать, мне очень жалко, потому что человек, он, ну, как я его видела, был отличный человек. Как актер он потрясающий. Слушай, задай мне вопрос. Если бы ничего такого не было, сняла бы ты его еще раз? Я тебе отвечу, знаешь что? Да, да, да. И еще один большой проект, идея которого у меня зреет 7 лет, и сейчас именно настал тот момент, когда я готова к нему приступить. Но, опять-таки, мне нужно подготовиться. Это якутская история. Я буду режиссером. Довольно большой проект, исторический, который сыграл очень большую роль для якутского народа. Раскроешь какие-то детали? Скажем так, больше 100 лет тому назад. Интересно. Интересно, загадочно. Что-то турецкое ты уже сняла, снимаешь или планируешь снять? В прошлом году, 6 февраля, случилось землетрясение большое. И тогда я с маленькой ограниченной командой выехала в места землетрясения по 10 городам. И мы сняли документальное кино под названием «Does anyone hear my voice aftershock?». Это работа была, наверное, самой сложной в моей кинокарьере, так как я до этого не видела такое большое количество смертей, разрушений, несчастий, бед сразу за одно время. И мы Сколько жертв было этого землетрясения? по официальным данным больше 50 тысяч. По неофициальным данным более 300 тысяч абонентов отключились после землетрясения. И эта работа очень закалила меня, наверное, как продюсера. Режиссером выступила турецкий режиссер Мерве Куш Матараджи. Ее работы уникальны. Она очень остро чувствует свой народ, свою культуру и преподносит это просто невероятно красиво. Я смотрела ее ранние работы. Например, очень титулованная ее работа. Сколько? Больше 10 наград со всего мира. Фильм «Эмма» на английском языке. Ее же работа. Мы выехали маленькой группой, снимали, получается, в Газентепе, где произошло землетрясение. Фильм готов. Он сейчас проходит фестивальный путь. После этого я надеюсь, что зрители могут увидеть кино, нашу работу в стриминговых платформах. Фильм на турецком, на арабском и на английском языках. Вот. Основной посыл какой? Во-первых, человек очень... Все-таки он такой ранимый и ничтожный. Под такими большими катаклизмами, как стихийные бедствия, он вообще ничтожен.
Порой мы забываем, что, гоняясь за, не знаю, за деньгами, за славой, я имею в виду мы под всем человечеством, войны какие-то, ну это просто, понимаешь, вот эта сила природных катаклизмов, она просто за секунду может унести огромные тысячи, Сотни тысяч. сотни тысяч людей одним махом. Ну смотри, погоня за деньгами, кстати, здесь, наверное, очень даже уместно в этом контексте. Почему? Потому что, насколько я поняла, не знаю, опровергни или подтверди, проблема как раз заключалась в коррупции. Да. В некачественном строительстве или в том, что закрывали глаза на несоблюдение технологии возведения зданий вот в тех как раз сейсмоопасных зонах К территории. сожалению, да, нарушение законов при строительстве домов. Очень близко были расположены дома. И об этом говорят сами власти Турции тоже, что большая коррупция Сами из-за говорят. этого. Потому что там оппозиция очень сильная. Они об этом говорят напрямую. Только один город не пострадал, там, где мэр вообще не давал права строить никому, ни за какие деньги. И там люди, 0 человек пострадало от То землетрясения. есть тоже высотки, Да. Не есть только высотки. В многоэтажные принципе, да. дома. То есть там тоже было землетрясение, Да, это но не было в одном жертв. регионе. Да, То есть островок некоррумпированности. да. Это можно То есть сделать. это антропогенное воздействие, можно сказать, Абсолютно. несмотря на то, что наличие стихийного бедствия. Абсолютно. Да? Абсолютно, потому что почему приводят турецкие оппозиция, люди, в целом люди там не молчат. Почему они не приводят все время Японию, у которых сотниэтажные дома, у них, когда высокобальные землетрясение, землетрясения. очень хорошо держится. И вот эту технологию они хотят, конечно же, внедрить и прочее. Ну, до сих пор мы на связи с нашими героями. Некоторые до сих пор живут в палатках. Нам, конечно, хочется в первую очередь рассказать об этой страшнейшей трагедии большому количеству населения, чтобы такие трагедии надо освещать. Это не касается там одной страны. Сейсмоустойчивых стран очень много сейчас. Это касается и Таиланда, тот же цунами. Я думаю, как раз здесь было цунами в Пхукете. И я сейчас вот, конечно, у меня очень мало времени было посмотреть город, но я видела очень много предупреждающих знаков. Предупрежден, значит вооружен. И самая большая задача режиссера Мерве донести эту информацию об этой трагедии, чтобы о ней не забывали, чтобы о ней говорили, чтобы люди знали в других странах. А также это кино ждут очень много, конечно, людей из Турции. Мгм. Вот. Ну, то есть, чтобы знали что? Чтобы знали о том, насколько им нужно быть вовлеченными в жизнь Конечно. общества, да? Или о том, что нужно самим как-то вот быть, как сказать, с точки зрения там, техники безопасности осведомленными? И то, и другое. Все должно идти в комплексе. Если мы говорим тут о спасении одной маленькой девочки, то тут идет вопрос о спасении сотни тысяч людей. Это очень важно, чтобы люди... Человеческая жизнь всегда должна стоять превыше всего. Всегда. Мгм. Как ты думаешь, как власти Турции отреагируют на этот проект? Я думаю, власти Турции тоже посмотрят это кино. В любом случае в Турции есть место самовыражаться. Несмотря на то, что Эрдоган в некотором смысле, ну, всегда как бы его сравнивают с известными тоже личностями, Но насчет... чье имя называть Я, мы смотри, не будем. Насчет выборов, что меня поразило в Турции. В прошлом году были в мае выборы президента. Я думаю, Россия очень хорошо в фокусе внимания смотрели. И Потому что много там россиян там было. в это должен был время, от оппозиции пошел Кылычдароğlu. Он был лидер партии, основанной Мустафа Кемалем Ататюрком. Но, к сожалению, он набрал на 6-7%, по-моему, меньше, чем Эрдоган.
Эрдоган победил в тех выборах. Очень много, насколько я понимаю, я сама ходила на эти выборы со своими друзьями. Мы пошли где-то в 5 часов или без там 20 часов в 5 часов закрывались. Люди просто нескончаемое количество людей. Один день выборов? Да, именно один день, но там произошло такое, что голоса были ровно шли. И второй тур был. Мы в первый день вечером у меня на большом проекторе с друзьями смотрели эти выборы. Знаешь, как кушали чипсы, пили колу и смотрели эти выборы. Не знаю, сколько часов сидели. Кино. Да, потому что они очень участвуют в жизни политической. Все. Я вот говорю, что я ходила в школу, я смотрела, как выбирали, я записывала это все. Люди ходят, лежачих людей выносили. Я это все задокументировала. Люди в инвалидных колясках сами приезжают, сами уезжают. Там, во-первых, очень доступная среда. И меня это сильно поразило. Все голосуют. И все спорят, и все... у каждого есть свои определенные позиции. Кто-то доверяет кому-то, кто-то кому-то не доверяет. И там чувствуется большая демократия. Во что бы то ни стало. А блогеры, насколько там активны в политической жизни? Очень. Я говорю же, все люди, которые даже не политически подкованные, не образованные люди, все ходят на выборы. Слушай, а как у тебя вообще в голове укладываются все эти разнообразные процессы? Потому что я так понимаю, у тебя нелинейная последовательность. То есть не так, параллельно. что параллельно идет несколько проектов, параллельно идет несколько фильмов, да, то есть они на разных этапах реализации. У тебя, пардон, крыша не едет на этой теме? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Когда я работала над фильмом «Айола», у меня тогда был один проект. И после «Мой убийца» тоже. И после «Ичи» тоже. И я понимала, каждый раз, когда у тебя премьера, на завтрашний день у тебя депрессия, из которой тебе очень сложно выйти. То есть ты живешь одним проектом, когда у тебя все заканчивается, у тебя такое опустошение. Ты ничего не хочешь. И это просто страшная депрессия, в которой я когда-либо пребывала. И чтобы туда не входить, я решила параллелить. Например, так было с Кариной. «Ичи» у меня премьера в Питере, в Москве, я прилетаю в Якутск, в Якутске премьера. На завтрашний день ко мне прилетает Саша Ром, оператор, и мы с ней сразу едем, садимся в машину и едем на поиски локаций. Чтобы, опять-таки, не почувствовать эту страшную боль, которая дается многим, наверное, людям творческой профессии, я считаю. То есть ты так договорилась? Я так Со хочу... своей жизненной энергией, со своей... Ну, во-первых, конечно, у меня очень хорошая команда. Очень хорошая команда, которая поддерживает меня и очень делегируем работу. Если у меня есть идея, например, очень лайтовое время, когда я пишу сценарий, например, да. У меня есть время. В это время, например, у меня, если съемочный период, то, конечно, у меня очень мало времени. Выпуск фильмов то же самое. Но, например, монтаж и прочее, это можно параллелить, в принципе. Вот. Ну и сейчас у меня на разработке я приступаю к новому проекту. Это международный проект. Называется он «3 метра». Сценарий, который я прочитав, я увидела кино. У меня такое было только с Харканатом. То есть, чтобы не на свою идею, на готовый сценарий захотеть снять кино, увидеть это просто, когда ты читаешь сценарий. Его написала Мерве Кушматараджи. На каком языке она будет, пока не знаю, потому что меня очень сильно интересует система ребейтов. Это когда ты снимаешь в какой-то стране, та страна тебе дает кэшбэк денег, налог и прочее. Работаешь с той командой. Ну, во-первых, это для географии, для нахождения средств. Это очень классная штука. Сейчас у меня несколько предложений, я рассматриваю. Это может быть любая страна, любой язык. И вообще, какие страны предлагают? Европейские, Северная Америка. Мне нравится Турция пока. Во-первых... В смысле, по предложению, которое сделали? Нет. Турция, потому что география классная, по ценам хорошо.
И если подключится еще один игрок из, скажем, по продюсированию, сопродюсированию, то я подумаю насчет этого. Вот. И Мерве будет сама режиссировать, и вот такой вот интересный проект. То есть депрессия тебе в ближайшее время не светит. Ту-ту-ту. Я правильно поняла. Ту-ту-ту, но, как сказать, стараюсь. Слушай, Джулу Хабен. с тобой очень интересно разговаривать, и мне кажется, наверное, можно было продолжать бесконечно долго, но все-таки есть определенный формат. Тайминг. Да. Определенный формат, определенная продолжительность, но в финале обычно в моих интервью люди что-то говорят, гости что-то говорят, обращаясь к зрителям. Что бы ты хотел сказать? Барста халы, этих барарын болу. Күнді көрәтшілер. Бұл берені көрбік күтігер мақтанабын. Саха кейнетін өйіргітін мақтанабын. Саха сирін хақтабын. Саха сирін хатаптыбын. Кәң тұттабын. Спасибо. Спасибо большое. Тебе спасибо, Я Ален. тебе от всей души желаю просто... Я говорила тебе уже об этом, но вот я прям по ощущениям понимаю, что ты сейчас действительно находишься в таком состоянии перехода на какой-то совершенно невероятный уровень, какого не было у тебя, какого, может быть, не было в истории якутского кино. И в этом смысле, конечно, это и ответственно, возможно. Но я понимаю, что ты реализуешь исключительно вот те желания, те порывы, которые, возможно, напитываются из родной земли, из истории, да, народа Саха, из культуры народа Саха. И я тебе желаю продвигать эти смыслы, эти ценности максимально успешно. Спасибо большое. Да. Спасибо, И чтобы мы прям невероятно гордились, несмотря на то, что я всегда говорю, не надо испытывать за других людей ни стыд, ни гордость, потому что это как бы элемент слияния, но никуда не денешься. Конечно, когда это все произойдет, есть ощущение, как будто бы это будет очень скоро. Естественно, мы будем гордиться. Ну, на сегодня у нас все. Я тоже дико скучала и по формату, и по вам, дорогие зрители. Пишите обязательно в комментариях. Может быть, я чего-то не спросила. Пишите, что вам понравилось, что вам не понравилось. Ставьте лайки. И я знаю, что очень многие любят смотреть, не подписавшись, но в ближайшее время возможны еще другие интервью, поэтому не пропускайте. И до новых встреч!